Добрый день, здравствуйте, Ольга Николаевна. Сегодня мы поговорим с вами о словарях. Что такое словари, какие словари существуют, как они пишутся и для чего они предназначены. Первое, как вводное. Всякий язык в попытках его структурирования и систематизации есть некая абстракция. То есть на самом деле говорим мы не на языке, а изъясняемся на одной из модификаций данного языка, индивидуальной у каждого. Это наша речь. Эта речь обладает у каждого индивида целым рядом особенностей. Это может быть оканье, аканье, стяжение, шоканье, то есть все те картавость, все те особенности, которые заложены в человеке. Поэтому, когда мы говорим о словарях, нам надо очень четко осознавать, что, в принципе, словари репрезентуют нам исключительно язык. Они и называются словари русского языка, английского языка, а не речь. То есть это высшая степень обобщения речевых фактов, которые являются регулярными, общедоступными, то есть всем понятными для большей части населения. По этим основаниям в словарь включаются единицы только те языковые, которые устанавливаются на основе системной выборки из всевозможных источников, письменных и устных, подтверждающих регулярность употребления в определенном значении или значениях, понятность большинству носителей языка и частотность словоупотребления. Особенно это касается широко распространенной и употребляемой ныне в определенном молодежном социальном слое лексики иноязычной. Для того, чтобы попасть в словарь, любое иноязычное слово есть заимствование, оно должно стать общепонятным, общедоступным. Оно должно быть для говорящих на данном языке необходимым. И желательно не иметь уже широко известных синонимов и эквивалентов. Также оно должно быть освоено языком, чего не имеют многие современные слова, которые мы теперь употребляем с большим энтузиазмом. Поэтому современное использование в русском языке иноязычной, чаще всего английской лексики, пока еще не является предметом лексикографического описания, оставаясь речевым фактом определенных социальных групп. И тем, что называется засорением русского языка. Язык вообще не склонен к избыточности, он оставляет в своих основных фондах только то, что необходимо. Например, заимствование чаще всего сохраняется в языке, если сопровождается заимствованием определенных реалий. Никто не протестует против того, что пришлось заимствовать слово компьютер, ноутбук, гаджет. То есть я не предлагаю выражать какими-то другими понятиями, но масса, фейк, допустим, имеют вполне доступные эквиваленты и вовсе избыточны в современном русском языке. Но вернемся к словарям. Слово «словарь» в русском языке имеет несколько значений. Во-первых, словарь – это вся лексика, как совокупность слов или словарного состава данного языка. С другой стороны, словарь – это справочная книга, содержащая систематическое описание лексики, то есть всех слов или части языка. Если говорить о том, что словарь – вся лексика, значит, она включает в себя все лексические пласты. В принципе, это общеязыковая лексика, литературная, разговорная, просторечная. Это диалектная лексика, лексика территориально привязанная, территориально ограниченная, то есть лексика, на которой говорят в одном или нескольких населенных пунктах. Свои фонетические, чаще всего грамматические особенности. Пласт иноязычной лексики – это лексика, чаще всего заимствованная из иностранных языков, которая освоена на фонетическом, то есть произносится так, как принято в русском языке, на грамматическом. Слово приобретает все грамматические характеристики, которые присущи словам аналогичной группы в русском языке. Например, какао среднего рода, потому что все слова на «о» относятся в русском языке к среднему роду. Аналогично со словом «куфь», которое сохранило мужской род из французского языка до настоящего времени, но
в большей массе ныне употребляется в среднем роде. Например, в аэропорту Домодедово 5 лет назад я увидела объявление «Черное кофе» на вынос. Транспарант такой, ничего, все сходило. Ну и, разумеется, освоенное на семантическом, смысловом, то есть по значению уровне. Ну, что вот слово в родном языке, допустим, в французском слово «каземат» обозначал сумасшедший дом. И по сю пору используется в этом значении, что это приют больных людей. А в русском языке оно переосмыслилось и стало использоваться как обозначение оборонительного сооружения, где сохраняется оружие. И второе значение отсюда развелось — каземат как тюрьма. То есть сумасшедший дом, где некие параллели, некие аллюзии сыграли свою. Также включается специальная лексика в словарь «Пласт». Специальные лексики – это терминологическая и профессиональная лексика. Чаще всего общеязыковая лексика, которой в определенной системе присваиваются иные значения. Дальше пласт жаргонной лексики – это социально ограниченная лексика, лексика определенного возрастного или профессионального сообщества. Например, молодежный жаргон, как экспрессивно кодированная система. И последнее – арго – это социально кодированная лексика, общеязыковая лексика, семантическая составляющая которой изменена членами определенного сообщества, чтобы сделать свою речь малопонятной для основной части носителей языка, закодировать информацию. Но, во-вторых, как мы говорили, словарь – это справочная книга, содержащая систематическое описание лексики. Естественно, что описание лексики предполагает использование определенного стандарта. То есть в словаре все слова могут располагаться по определенному принципу и содержать сведения, которые представлены в определенном порядке. Например, это должны быть сведения о значении слов, грамматических характеристиках, происхождении или переводе на другой язык. То есть толкование разной формы или же информация о понятиях, предметах, ими обозначаемых, о людях, странах – это словари энциклопедические. Каждый словарь дает представление о словарном составе определенного языка. И часто соотношение между языком, который предполагается, и языком, который описывается, если это типологически разнородные языки не совпадают. Об этом мы немножко поговорим позже. Значит, при описании слов в словаре, как я уже сказала, используются определенные принципы. При подаче слов, прежде всего, это алфавитный, когда все слова следуют друг за другом в алфавитном порядке, причем с учетом следования всех букв. Этот принцип используется традиционно в русской лексикографии как более универсальный. Ну, что имеется в виду? Баба, бабочка, бабушка, батрак, багор, т.п. То есть все идет по нарастающей. Второй принцип – гнездовой. Все однокоренные слова помещаются в одной словарной статье, в гнезде, в том числе и фразеологизмы, венчая это все, например, рука, рученька, ручка, обручиться, приручить, ручной. Для носителей языка такой принцип достаточно удобен. Для неносителей языка он достаточно сложен. Этот принцип используем в словаре Даля, прежде всего, который остается у нас до сих пор справочной книгой по многим позициям, в частности, диалектного языка. Разновидностью гнездового принципа является и словообразовательный, который представлен в грамматических словарях, в частности, в словообразовательных, когда от одного корня идет образование и цепочка, как все слова образованы. В структуре словарной статьи чаще всего состоит из трех позиций. Это вокабула или заголовочное слово. Второе – это дефиниция или толкование. И третье – это иллюстративный материал. Чем привлекательна такая структура статьи? Значит, лексическая единица или семантизированная морфема слова
потому что в типологически различных языках, в частности в языках сибирских, тунгусо-маньчжурских, слово не всегда является, то есть семантический эквивалент русского слова не всегда является лексической единицей. Чаще всего это может быть корень слова, например, глаголы в тунгусо-маньчжурских языках и в тюркских. Поэтому мы говорим о том, что мы берем эквивалентом ту часть, которая соответствует русскому эквиваленту, и представляем как в качестве заголовочного слова часть слова, хотя на самом деле это, может быть, некая условность. Дальше слово заголовочное представляется со всеми реквизитами, если это возможно. Грамматическая характеристика род число, парадигматические особенности окончания, например, для существительных в русском языке родительного падежа, для глаголов второго единственного и третьего лица множественного, что определяет тип спряжения, родовые окончания для прилагательных и, если возможно, для языков, допустим, сибирских, мы предлагаем варианты. То есть фонетические и морфемные варианты все включаются в круглых скобках, заключаются следом за вокабулой, поскольку если они не имеют никаких семантических отклонений, то есть полностью эквивалентные, ибо бесписьменные языки – это все-таки образцы частной речи, реализации частной речи каждого носителя, что достаточно сложным делает описание, даже фонетическое. Дальше, что касается дефиниции или толкования. Проще всего и чаще всего осуществляется, например, в европейских сопоставлении русско-европейских словарей через эквивалент слова понятия или слова соответствия. Также может быть словосочетание соответствия для двуязычных словарей чаще всего. Можно толковать и писать при отсутствии понятийного эквивалента для экзотических языков с привлечением соответствующих стандартных описаний, то есть описаний энциклопедического типа, которые позволяют создать представление о малопонятном и неизвестном предмете. Постараться соотнести его с чем-то, что общедоступно. И последняя позиция – это обязательный иллюстративный материал, использование языковых контекстов, раскрывающих преимущественно как грамматические, так и функциональные особенности слова. При этом для всякого словаря нормой является не менее 3-5 фиксаций, что позволяет оценить лексему как языковое, а не речевое явление. Для сибирских языков это достаточно жесткие критерии. Мы останавливались на 3 фиксациях. 3 фиксаций достаточно вполне оказывается. Структура всякой словарной статьи определяется типом словаря. Лингвистические словари представлены в русском языке массой всяких разных словарей. Орфографических, толковых, этимологических, фразеологических, словарей иностранных слов, что у нас тут еще есть, грамматические словари, диалектные словари, иноязычные словари и т.п. Что такое орфографические словари, я думаю, знают все. Словарь Ушакова с 1 класса используют школьники для того, чтобы проверить правильность написания или грамматические характеристики окончания падежа, определенные формы множественного числа, ударения и т.д. и т.п. Основными базовыми до сих пор остается орфографический словарь русского языка под редакцией Баршударова и Ожегова объемом около 105-108 тысяч слов, выдержавший уже более десятка изданий, на основе которого составлены школьные орфографические словари. Поэтому там статья представляет в орфографическом словаре это слово, оформленное ударением и окончаниями соответственными.
Толковые словари – это словари, которые дают указания на грамматические через окончание и стилистические характеристики слова через понятие. Разговорное, просторечное, устаревшее и т.д. Но основной задачей которых является толкование слова, выявление всего множества значений того или иного слова, а также разграничение омонимов, слов одинаково пишущихся, но восходящих к разным архетипам. В русском языке, как одним из первых, был толковый словарь Даля, как я уже сказала. А до ныне ими остаются словари современного русского языка в 17 томах, словарь русского языка под редакцией Ушакова, словарь под редакцией Евгеньевой в 4 томах, а также полный словарь русского литературного языка, пока опубликовано только 27 томов. И трудно сказать, доживем ли мы до окончания этого монументального труда, потому что остановиться они пока на начале буквы «С». Этимологические словари. Это словари, задачей которых является дать читателю максимально полное представление об истории слова, его происхождении, источнике заимствования, откуда оно и как пришло, попало в русский язык, развитие и формирование значений, которые ныне обладает слово как лексическая единица. Этимологические словари представлены в русском языке базовые. Это этимологический словарь русского языка Макса Фасмера в 4 томах, этимологический словарь русского языка Шанского и Иванова, краткий этимологический словарь Шанского-Шанской и т.п. Нужно отметить, что в 2000-х годах появилось множество лжеэтимологических словарей, издаваемых в коммерческих целях, которыми школьники в силу того, что эти словари были недорогими, пользовались очень активно. И в свое время в университете в Новосибирском на вступительных экзаменах мы имели несколько лет этимологизацию слова «подушка», потому что ее подуха подкладывают. Мы говорили, а если полено подложить? Ну, полено жестко, говорили нам. Мы говорили, так может подушка, потому что она мягкая. А почему она мягкая? Потому что она дышит. Все вытаращивали глаза и говорили, нет, там написано, потому что подушка подложили. Улица, потому что она наружу выходит, у лица, вот как лицо, так и улица. Когда мы им говорили, что вот слово улей, слово улка, переулок, там нет корня лиц. Все очень сильно удивлялись, что был такой корень улх, как проход, дорога, по которой гоняли скот, первоначальное значение. Поэтому к этимологическим словарям я бы призывала относиться с большой осторожностью и все-таки пользоваться признанными известными этимологическими изданиями. Это этимологический словарь Макса Фасмера в 4 томах, как я сказала, этимологический словарь русского языка Шанского и Иванова и краткий этимологический словарь русского языка Шанского и Шанской. Вот эти словари дают максимальное представление, в общем-то, и направление. Ну, по языкам Сибири существуют словари национальные, естественно, этимологические. Тут немножко другая ситуация. Поскольку долгое время в традиции считалось, что все сибирские языки являются одной уральской группой, включаются в группу уральских языков, то искали соответствие, в том числе и тубус маньчжурским, и изолятам, среди тюркских языков, что не есть правильно. Теперь уже в общем-то установлены длительные исследования, показали, что восходят они к разным источникам. То есть и быть категоричными очень сложно. Даже тот же якутский, оценивающийся как тюркский, имеет множество субстратов и надстратов. Трудно сказать, что было раньше. И самодийских, и монгольских. Поэтому в каждом из языков намешано очень много. И говоря о том, что это тюркский или тунгус-маньчжурский язык, мы чаще всего имеем его нынешнее состояние в виду, а не историческое происхождение. Дальше фразеологические словари русского языка.
Это словари, в которых фиксируется совокупность фразеологизмов, то есть всех видов фразеологических единиц. Идиом, сращений, фразеологических номинативов, устойчивых речений, фраз, то есть таких словосочетаний различной степени устойчивости, семантика которых не складывается из семантики компонентов, их составляющих. Например, бить баклуш, терять голову, валять дурака, анютины глазки, козья ножка и т.п. Базовым фразеологическим словарем до настоящего времени все-таки остается фразеологический словарь русского языка под редакцией Молоткова, переживший уже 9 изданий. Кажется, уже даже и 10. Вторым фразеологический словарь русского языка под редакцией Федорова в 2 томах, тоже уже 4 издания. И, как показывает практика, в основном все фразеологические словари создаются преимущественно опираясь на базу этих словарей. То есть туда добавляется что-то, меняется что-то в дефинициях, вариативность включается в большей мере, но базой остается вот все-таки фразеологический словарь Молоткова как максимально точный, материалами которого послужили опять-таки фразеологические единицы, выбранные из толкового словаря, из 17-томного словаря русского языка. Базу составила картотека. Так, дальше. Сюда же можно включить и крылатые слова Ашукина и Ашукина, потому что там помимо устойчивых словосочетаний приводится также источник, откуда словосочетание или слово или собственно слова крылатые проникли в русский язык. Словари иностранных слов – это словари, в которых представлена лексика, заимствованная из других языков, освоенная и вошедшая в словарный состав русского языка. Например, толковый словарь иноязычных слов «Крысина» около 25 тысяч слов, сменивший краткий словарь иностранных слов, где было около 8 тысяч слов, который выдержал за 40 лет более 16 переизданий. Также достаточно популярен ныне краткий словарь иностранных слов Мазруковой и Нечаевой. Здесь чаще всего задают вопрос, почему в этих словарях отсутствует современная, широко известная ныне лексика, такая как, вот, как я уже говорила, гаджет, компьютер и т.д. и т.п. То есть та, которая вошла у нас в последние годы, последние 20 лет. Не потому что она еще не стала в определенной мере, как считается, закрепленным фактом. Хотя то, что входит в язык вместе с понятием, фактически всегда и не имеет эквивалентов, закрепляется и живет в нем, закрепляется навсегда и живет в нем очень долго. О чем говорил Пушкин. Сегодня, кстати, 180 лет со дня его гибели. Так что поздравляю вас. Пушкин был одним из ярых реформаторов русского языка. Смешивал все. И именно в таком виде нам язык оставил. И очень образным, очень ярким. Не настолько скучным, как он был у Державина. Дальше. Грамматические словари. Это словари, помогающие в трудных случаях. Например, словообразовательный словарь русского языка Александра Николаевича Тихонова, который остается единственным и непревзойденным до сих пор. Словари типа слитное или раздельное, Букчиной и Колокутской, словари трудностей русского произношения Калинчук и Касаткиной, и справочники для работников радио и телевидения, где выделены все аномальные формы, нетипичные русского языка, что для русского языка очень характерно. Диалектные словари – это словари, которые фиксируются территориально привязанная лексика, то есть лексика определенного говора. Чаще всего лексика обладает рядом особенностей не только в фонетическом, но и в грамматическом плане. Сибирские говоры в этом плане особенно интересны, потому что однородным говором можно считать только говоры Томской области, они на северно-русской основе. А все остальные идут как говоры смешанного типа, где соединились черты южно-русских, северно-русских, среднерусских, плюс сибирских говоров, потому что собственно, сибирские говоры, как уже признано,
на базе Лясовского словаря, можно говорить об этом, они сформировались и начали формироваться от казаков, впервые пришедших покорять Сибирь еще в XVII веке. И вот эти сибирские говоры и являются основой всех восточно-сибирских забайкальских говоров, куда уже тоже наслоилась и среднерусская, и южнорусская лексика. Последние 20 лет как-то эти работы свернулись, а в 80-х, 90-х годах практически все массивные говоры и диалекты были описаны. Это словари Красноярского края, Забайкалья, Кузбасса, Новосибирской области, Томской, Омской области. То есть масса диалектных словарей. Ну и хорошо. Нет, просто голову видно. Так, значит, но базовым словарем, который объединил, постарался во всяком случае объединить данные большинства диалектных словарей, чтобы можно было провести исследования сравнительно сопоставительные. Допустим, слово из русского языка имеет свои истоки чаще всего в каких-то диалектах. И вот это словарь русских народных говоров под редакцией Сорокалетова, около 45 томов. Вот в нем объединены все изоглосы, можно посмотреть историю слова, то есть создать о слове представление при описании современного состояния, допустим, слова в русском языке. Дальше, двуязычные или иноязычные словари. Это словари, в которых представлена лексика какого-либо языка, переведенная на русский язык, соответствующим понятийным или семантическим эквивалентом. Ну, это общеизвестные англо-русские, русско-английские, немецко-французский, испанский и т.д. и т.п. А также всех мертвых языков. Латинско-русский, словарь древнерусского, древнегреческого и т.п. языков. Особую группу словарей составляют национальные словари народов России. Традиционно они составлялись как словари иностранных слов, то есть включали в себя национальное слово и в той или иной мере описательно или эквивалентом описанную семантику. Формально это оказалось очень непродуктивным. Часть таких словарей отражает обобщенную семантическую структуру, тогда как национальные языки в большей мере тяготеют к конкретизации. Мы можем выделить только глагольную группу. Во всех практически языках народов Сибири глаголы обладают массой значений, которые в русском языке жестко подразделяются в зависимости от того. Лететь, ехать, плыть. У них это все сбито в один глагол «передвигаться». При этом в качестве дифференциалов выдвигаются совершенно чуждые нормальному человеку русскому понятия, то есть там, верхом на олене, на нартах, по льду, по снегу. Это будут уже другие глагольные единицы. А в целом вот все, что движется в любой способ перемещения, охватывается одним и тем же глаголом. Также глаголом «смеяться», глаголом «умереть» свойственно вот все, какие можно. Улыбаться, там, хихикать, там, издеваться, даже как-то над кем-то подсмеиваться. Все это будет один и тот же глагол. Вот все это приводило к тому, что, в общем-то, мы национальные словари сделали не представительными. Они практически не репрезентировали язык в полном виде. И поэтому в данный момент хотелось бы отметить, что первым начал эту лингвистическую практику Борис Васильевич Болдырев. Он стал настаивать на привлечении контекстов. В силу того, что многие сибирские языки малочисленных народов, особенно бесписьменные, не имели не только ни грамматик, ни синтаксических описаний, да и по сей день их не имеют. Если есть некие тексты фольклорные, то есть возможность сохранения языка. Потому что только извлеченные из фольклорных текстов, где штампы сохраняют очень долго язык,
он не претерпевает изменений, позволят привлечь в качестве иллюстративного материала и в полной мере рационально и толково описать значение, не искажая его. Именно поэтому в современной лексикографической практике при описании сибирских языков чаще всего мы опираемся именно на контекст. То есть только контекст позволяет представить и грамматическую характеристику того или иного национального слова, и его синтаксический функционал, что немаловажно. И также достаточно жестко дифференцирует семантику. То есть все значения, какие у данного слова есть. Хотя надо отметить, что сибирским языкам разветвленная полисемия не свойственна. Так, ну и последнее – это энциклопедические словари, которые в русском языке представлены достаточно широко. Они есть как общая энциклопедия советская, так и лингвистические словарь лингвистических терминов Ахманова, лингвистический энциклопедический словарь под редакцией Ярцева, русский язык энциклопедия под редакцией Филина, так математические, медицинские, в том числе фармакологические, технические. То есть энциклопедические словари выполняют свою функцию тогда, когда мы желаем узнать все о том или ином предмете, о той или иной реалии. Ну и завершая разговор о словарях, хотелось бы отметить следующее. Фактически каждый толковый или двуязычный словарь требует от составителей энциклопедических знаний в области фонетики, грамматики, синтаксиса, лексикологии и лексикографии. Часто не одного, а многих языков, близко родственных или очень отдаленных. Например, тунгус-маньчжуроведам приходится часто смотреть и тюркские, и монгольские, и бурятские словари, обращаться к ним, потому что контакты оказались достаточно тесными. В частности, в тунгус-маньчжурских языках сохранены такие нехарактерные, казалось бы, единицы, как послелоги, которые восходят к монгольским и заимствованы из монгольских падежных форм. Казалось бы, но вот история такова. Так, поэтому за каждым словарем стоит, конечно, большая работа. Чем выше уровень обобщения семантики лексической единицы, тем более развитым считается язык. Такие языки отличаются низкой степенью понятийной дифференциации, как, например, русский. Отсюда развитая полисемия, многозначность, локативная синонимия, допустим, совпадение в одном из значений, и амонимия. А языки с высокой понятийной дифференциацией, моносемантизмом, актуальны для языков малых народов и языков преимущественно малочисленных, занимающихся исключительно природопромысловой деятельностью, оленеводством, рыболовством, то есть языков сибирских народов. До определенного момента, с чем я бы не согласилась, индейские языки, американские языки сибирские называли примитивными. Хотя в этих примитивных языках, допустим, в эллинском, можно отметить 16 названий снега. В тунгус-маньчжурских 8 названий северного ветра, 20 названий для оленя, в зависимости от возраста, от его пола, от его функционала. Так что вся эта информация представляется обычно в словарях. Поэтому словари позволяют любому человеку при необходимости грамотно и пользоваться доступной информацией, знать, в каком словаре нужно искать те или иные необходимые ему сведения. Поэтому представить жизнь каждого из нас без словарей практически невозможно. И каждый человек хоть однажды в своей жизни использовал словарь. Однако очень немногие представляют себе, что это процесс достаточно трудоемкий и достаточно неблагодарный. У меня на этом все. Если есть вопросы, я с радостью отвечу на них. Есть вопрос в чате.
Ну, вначале хотела от себя вопрос, пока люди, наверное, не слышат, вы его проговорите. Вопрос такой, как отличить людям обычным хороший словарь от плохого, на что смотреть, на издателя, ну, что-то написано было, институт такой, что, на что смотреть по обложке? Озвучьте мой вопрос, пожалуйста. Значит, вы хотите узнать, как отличить хороший словарь от плохого? Достоверное от недостоверного. Достоверное от недостоверного. Это достаточно проблематично. Я вот перечислила основные базовые словари, которые до сих пор опираются, к сожалению, наша современная, куда надо. Дальше ближе. Смотрите в камеру, чтобы люди вас видели. Хорошо, я смотрю в камеру. Вот. Поэтому тут исключительно авторские коллективы и желательно, чтобы это были профильные издательства. Если вы желаете энциклопедический словарь, то его, конечно, не издаст Тьму-Тараканское издательство, где редактором будет кто-нибудь малоизвестный, умеющий быстро набирать на компьютере. Вот это единственное, что я могу вам порекомендовать. Хорошие словари издаются в хороших издательствах. И, как правило, это очень дорогие словари. Дешевые словари представляют из себя поделки временные. То есть это то, что сделано для того, чтобы принести коммерческую выгоду. Чаще всего в них ложная информация. Кстати сказать, в интернете достаточно часто можно наткнуться на очень недостоверную информацию, особенно словарного типа, толкования и синонимические связи. То есть там, где любой человек может внести информацию в сайт, там вы наткнетесь на то, что этой информации лучше слепо не доверять. А вообще до настоящего времени, естественно, лучше пользоваться оцифрованными словарями, общеизвестными, которые сейчас есть и в интернете. Два вопроса еще, да. Как раз про интернет. От Виктории. Во-первых, спасибо большое за интересную лекцию. Да? И вопрос такой. В будущем заменят ли электронные словари бумажные издания? Безусловно. Безусловно, заменят и, безусловно, сейчас уже заменяют оцифрованные словари русского языка, иностранные словари. То есть оцифровка привела к тому, что мы под рукой в телефоне хорошим словарем можем постоянно пользоваться. И, безусловно, содержать дома библиотеку словарную не будет необходимости. Но, опять-таки, тогда, когда мы сможем жестко отличить хорошее от плохого, черное от белого. Вопрос от Богдана. Скажите, пожалуйста, существует ли официальный сленговый словарь? Молодежные сленговые, оказиональные слова, словосочетания когда-нибудь войдут в активный словарный запас и создадут ли словарь обсценной лексики? Ну, такие словари уже, мы же знаем, есть. Конечно. Да, конечно. Скажите, значит, первый вопрос, да? Существует ли официальный сленговый словарь и обсценная лексика? Нет. Значит, лет 15 назад в Новосибирском университете был проект, в рамках которого создавались словари молодежных жаргонов по специальностям. То есть филологи опрашивали физиков, биологов. В основном это были ребята, которые жили в общежитиях и в общежитиях пересекались. Вот. Но, к сожалению, сотрудничали они с европейскими некоторыми вузами, в частности, в Санкт-Петербурге. Как чаще всего бывает, если есть руководитель и энтузиаст, то это движется. Как только руководитель и энтузиаста не становится или он перестает этим руководить, все дело рушится. Так же произошло и здесь. Сленговых словарей как таковых нет. Они, безусловно, на определенном этапе актуальны, но очень немногое, они как ртуть бегучая. То есть лексика молодежных жаргонов, лексика сленга молодежного меняется очень быстро. То есть практически фиксировать ее, и она очень дифференцируется по регионам проживания. Вот та самая актуализация,
понятийное того, что где живем, так и говорим. Вот если мы живем на Амуре, мы говорим литературным языком. Кстати, должна отметить, что все Зауралье, в большей мере, начиная от Красноярского края, и весь Восток говорит на неплохом русском языке литературном, в отличие от средней русской полосы, где до сих пор диалекты, северно-русское оконье, вы отъехали 200 километров от Москвы в сторону Вологды, и там будут говорить все и показывать, кудыть вам идти. Вот, чего нет в Сибири и что определяется составом населения. Сюда приезжали в основном, кто у нас были преступники, якобы царские. Это были в основном люди культурные, средние слои, люди образованные достаточно. Поэтому вот заслугой и достоинством жителей Сибири и Дальнего Востока является грамотная речь, которая не позволяет, ткнув каждого из нас, сказать, откуда мы родом. Ниоткуда, граждане мира Сибири. С чем вас всех и поздравляю, что очень хорошо. Так, еще вопросы? А сленг, если вам интересно, можно попробовать составлять словари. Это, кстати сказать, очень хорошая лингвистическая практика. Попытайтесь вперед собрать материал фиксации, установить, и вы обнаружите, как много оказиональной лексики будет, которую вы принимаете, но мало кто использует. То есть один из вас использует определенные слова, у каждого это будут свои слова, они будут очень слабо пересекаться. Очень интересные процессы можно будет увидеть. Так, удовлетворила я ваш интерес? Да, Лариса Викторовна, вполне. Там еще один вопрос у Егора. Пожалуйста. Да. Так, Егор, он благодарит вас за ваш труд, за данное выступление. Хотел бы задать вопрос про современные проблемы лексикографии. Существуют ли они и с чем они связаны? Значит, современная лексикография у нас практически находится в упадническом состоянии. Дело в том, что великолепная лексикографическая школа, которая существовала в Санкт-Петербурге и в Москве, она разрушена во многом, потому что ушли люди, которые этим занимались. Именно в силу этих причин последний словарь русского литературного языка и пишется уже 26 лет, хотя они начинали и думали, что будет у них 25 томов, которые они за 5-7 лет сделают. Для того, чтобы писать словарь, нужно иметь очень широкий кругозор и очень много знать, как я уже говорила. Современные молодые исследователи приходят в науку с целью заняться не собственной наукой, а собой в науке. И чаще всего является тяга к написанию диссертации. То есть собирается определенный материал, определенные, чтобы это сделать побыстрее, чтобы встать на ноги. Ну, это все понятно. А лексикография требует усидчивости. В свое время Филин Федор Петрович сказал такую фразу. Он сказал, что когда я вижу женщину с большой попой, я понимаю, что она работает в словарном отделе, потому что все женщины, которые занимаются словарями, на что ему ответил Молотков. Посмотрите на, такой был питерский ученый, на одного из них. Он тоже был такой широкий, квадратный, большой, высокий. Вот. Все, кто занимается словарями, это усидчивость, это проверка по 10 справочникам. То есть, когда ты вносишь что-то в словарь, ты за это отвечаешь головой. И надо постараться так описать ту или иную лексическую единицу, чтобы использовать не 300 слов, которых не будет знать человек, который откроет этот словарь, а использовать тот минимум, который общедоступен. Это достаточно непростая задача. Поэтому в свое время были очень неплохие
семинары по лексикографии обучающие. Вот нам в Новосибирске повезло. В свое время сюда приехала Наталья Тимофеевна Бухарева, которая проработала 20 лет с Федоровым Александровичем в словарном секторе и была одним из исполнителей словаря 17-томного русского языка. И вот она привезла все эти азы, потом нас и меня, и Леонид Григорьевич посылали на стажировки в Санкт-Петербург и в Москву. В Москве практически после ухода Трубачева ничего не осталось. Говорить про то, что там хорошая словарная практика. Они пишут какие-то очень специфические словари, притом как-то пишут то так, то эдак. В общем, там очень молодой коллектив, в котором не видно сильной руки и хорошей головы. Хотя пытается это все, в общем-то, каким-то образом в нужное русло направлять. Ну, поживем, увидим, что получится. Вот. А так лексикографическая школа у нас в печальном положении. Немногим лучше обстоит дело и с сибирскими языками. У нас очень мало словарей, много пишется синтаксических работ, много пишется даже грамматических. Отлично поставлена фонетика, но лексикография остается пока в загоне. С тем, чтобы актуальность лексикографических описаний, особенно для языков уходящих, языков, которых уже не остается. Вот вы откроете словарь хороший, и вы можете представить, что это был за язык. Вы можете и грамматику, и синтаксис по нему изучать. К сожалению, вот мой первый словарь такими характеристиками не отличается. Я была еще плохим тунгусоведом, поэтому многих вещей не видела. Вот сейчас пытаюсь это наверстать в русско-орокском словаре, чтобы он был более... Да, скажите, что сейчас вы, над чем работаете? Над русско-орокским словарем я работаю 10 лет, там 90 авторских листов, в конце не видно, дошла до буквы «Т». И еще не все выбрала. Так что дело в том, что в связи с тем, что вот такое несовпадение в языках типологически различных систем и семантической, и лексической компоненты, приходится выкручиваться по многим позициям. То есть объем русского словаря получается вдвое больше, чем национального, потому что у каждого национального слова, в частности, как я уже говорила, у глагола у него 10 значений. И на все 10 можно подобрать контексты из фольклора, из экспедиционных материалов, хотя очень мало фольклорных источников. Вот. У нас сейчас молодая сотрудница Виктория, нет, фамилия, я отчество забыла, к сожалению, но она молодая девочка. Она занялась ульчским языком. Вот она будет работать над словарем ульчского языка, что тоже очень интересно, потому что фактически массив крошечный, язык уходит. А язык такого места, ульчи живут на перепутье, где сталкивались те языки тунгус-маньчжурские, которые сохранили как нанайский полностью всю агглютинацию, а ульский, так же как орокский, сильнейшей фузией обладает. Он все стянул, он 3 суффикса из 6 букв стянул в один звук. И очень много амонимичных форм. Получилось амонимичных амонимов и амонимичных форм. Поэтому вот ульский в этом чрезвычайно интересен. И в то же время, вот так же, как в орокском, в нем сохранилось много слов, которые утрачены массивными языками, у которых много носителей, тесно контактировавших с русским языком. Вот там, где влияние русского языка было больше, там идет быстрее разрушение языка. И двуязычие как таковое в сибирских языках не формируется. Язык просто уступает своей позиции. Получается некая смесь такая. Это не двуязычие в чистом виде. Двуязычие, когда говорят на одном языке и на втором языке в равной степени, как в Швейцарии. А у нас нет. У нас это некое арго, где пополам русские слова в национальных формах, потому что дольше всего сохраняется в национальных языках грамматика. Вот грамматика – это костяк остов, который практически не разрушается. Вот
Все, что могу сказать. Поэтому я призываю к тому, чтобы вы лексикографией занимались, пока еще есть возможность, пока еще есть способ сохранить эти языки. Всякий язык ведь это лицо народа, ведь это кусочек, ну пусть незаметный, маленький, культуры, как говорил Окладников. То есть всякая черепушечка показывает нам историю того, кто жил за 1000 лет до нас и ушел, но не бесследно. Вот. Думаю, что наша задача попытаться сохранить это даже не для нас, а для самих носителей языка. Они очень легкомысленно относились к этому при советской власти и норовили учить своих детей преимущественно русскому языку, потому что считалось, что националом он будет, он никуда не пойдет дальше. А русский язык, он получит образование хорошее, будет большим начальником. К сожалению. А сейчас народы сибирские, как-то словари до них доходят наши? Ну, наши в смысле. Если у нас есть словари, они до них доходят, потому что преимущественно деньги на издание словарей дают национальное образование. Главное писать. Были бы словари, а издатели, они забирают все тиражи и стараются снабдить. И вот в частности уроки, могу сказать, которые и даже писаться не хотели с уроками, теперь все фактически националов там осталось очень мало, но они к своему родному языку прониклись такой любовью, что они теперь его изучают и в детском саду, и в школе, потому что они поняли, что приезжают из Японии, из Кореи, из Москвы и записывают, что они рассказывают о своем житье-бытие. Им это очень понравилось. То есть для того, чтобы ревитализовать язык, надо, чтобы был материал, то есть были фиксации грамматики, словари, фольклорные тексты, то есть, а интерес у народа к своему языку, безусловно, пробуждается. И очень интересные данные были у медиков, которые 30 лет назад занимались этим вот в институте у нас экспериментальной медицины. Ребенок, который первые 3 года слышит, хотя бы слышит, даже не говорит на родном языке, развивается в 2 раза быстрее, он сообразительнее, умнее своих сверстников, которые никогда не слышали родного языка. Поэтому учите родной язык как следует и постарайтесь обеспечить возможностью узнать о своем родном языке что-то жителей амурских регионов. Удачи вам, здоровья и сил на этой плодотворной и неблагодарной весьма стезе. Так что всего доброго. Очень рады были вас услышать и увидеть. И благодарю за то, что вы меня слушали и задавали очень интересные и разумные вопросы.